чудеса всемогущего Господа в Священном Коране с бывшим христианским священником шейхом Юсуфом Эстесом. Это труп Рамзеса II, египетского фараона эпохи пророка Мусы. Его возраст приблизительно 3000 лет. Он был найден на Красном море в месте под названием Джабалейн. Самое удивительное в этом мертвом теле то, что оно не является мумией. Ученые говорят, что этот труп удивительно сохранился без мумифицирования. Даже внутренние органы остались на месте. Так в чем же секрет такой превосходной сохранности? Смотрите ответ в преславном Коране, где всемогущий Господь сказал, что фараон будет сохранен в качестве назидания следующим поколениям. Всемогущий Господь говорит: «Сегодня мы спасем твое тело, чтобы ты стал знамением для тех, кто будет после тебя». Воистину, многие люди пренебрегают нашими знамениями. Знаете, в чем проблема с большинством людей? Неважно, что вы говорите, они не будут слушать. Вы им что-то показываете, а они: «Нет, нет, нет, это не так. Посмотрите, что тут сказано. Тут написано красный. Красный». Они отвечают: «Вам нужно вдохновение, чтобы понять это. Это значит голубой». Вот здесь написано «вверх». Вверх. Вам ответят: «Да, брат, но тебе нужна вера. Это означает вниз». Ну что ж, как бы то ни было. Многие чудеса пришли с пророками. Так Аллах дал им ясное отличие от других, чтобы вы последовали за ними. Сура Румы, например, сразу начинается с того, что румы потерпели поражение в самой низкой земле, которая является Аравийский полуостров. Но после своего поражения они одержат верх. В течение 3-9 лет. Это арабское слово, которое означает «в течение 3-9 лет». Византийцы были убедительно побеждены в 613 году в Антиохии. Сражение закончилось тем, что персы стремительно оттеснили их по всем фронтам. Трудно было представить, что румы когда-нибудь победят персов. Но, несомненно, Коран прав, потому что румы одержали победу над персами в течение 3-9 лет. Это было в 622 году. 9 лет спустя, после поражения византийцев, две силы встретились снова на земле Армении, и в результате византийцы одержали явную победу. Маша Аллах! Было ниспослано пророчество. Это пророчество было ниспослано во времена Мухаммада. Таким образом, клеветники ислама скажут: что ж, он придумал это сам, несмотря на то, что мы знаем, когда это было ниспослано, потому что люди читали вслух это и передавали друг другу. Но они все равно будут говорить: «Я не верю в это, я не верю в это». В этой книге об этом не сказано. Но многие из вас поймут, о чем речь, когда я расскажу вам об этом. Самое удивительное чудо, которое я знаю, которое связано с Кораном и пророческой миссией Мухаммада, да благословит его Аллах, приветствует. То, о котором я подумал после того, как посмотрел фильм под названием «Назад в будущее». В фильме «Назад в будущее» рассказывается о парне, который отправляется в прошлое. Затем он хочет отправиться назад в будущее. У них есть продолжение, где он отправляется в будущее. Затем они сняли 3-й фильм, где он из будущего отправляется в прошлое, возвращаясь во времена Дикого Запада. Так он путешествует туда-сюда, туда-сюда. Майкл Джей Фокс снимался в этом фильме. Я думал об этом, и я думал о том, что никто не может предсказать насчет того, что случилось в древнем прошлом. Люди разногласят относительно него. Они даже толком не знают, что это. Но кто-то предскажет о чем-то в прошлом и проводит связь между этим событием и каким-то событием в будущем. Вы думаете, кто-то может так сделать? На самом деле это очень трудно. Я хочу, чтобы вы подумали о каком-нибудь явлении, которое произошло, скажем, 3000 лет назад. И я хочу, чтобы взяли и предсказали что-нибудь по поводу этого явления. И сделали это предсказание 1500 лет назад от сегодняшней даты. Посмотрим, как вы это сделаете. Что ж, хорошей новостью будет то, что вас здесь уже не будет, и никто не сможет упрекнуть вас, если ваше предсказание не сбудется. Однако Коран все еще здесь, и мы нашли кое-что в нем. В 70-х годах 20 века удивительную вещь. На протяжении долгого времени, в течение долгих веков,
Не только христиане, но даже некоторые иудеи спорили насчет Мусы, мир ему. Даже по поводу того, существовал ли он на самом деле, не был ли он тем, про кого просто сочинили историю. Большие ученые Библии фактически сказали, это просто красивая история. Не было даже никого с именем Муса. Не было никого, кого бы назвали фараон. Не было случая, когда иудеи находились в плену, когда на них нашло наказание, через которое они прошли и тем самым спаслись. Это только лишь чьи-то выдумки. И они даже говорят, что это было выдумано, возможно, в период вавилонского пленения, которое имело место быть. Это записано, и когда они освободились и собрались все вместе, они выдумали все это, чтобы тем самым остановить давление войск Вавилона. Это фактически то, что я прочитал в книгах этих ученых о Старом Завете. Пророк, да благословит его Аллах, приветствует, лишь повторяет то, что слышит. Ангел Джибриль является представителем Аллаха и говорит ему читать. Он читает то, что слышит. Люди читают то же самое, и мы читаем то, что уже услышано много раз, и это слышалось и передавалось в течение столетий. В Коране есть слова, странные слова. Значение этих слов было открыто не мусульманинам в начале 70-х годов 20 века. Он был одним из ведущих мировых хирургов, лекторов и ученых из Франции, доктор Морис Бьюкай. Его попросили отправиться в Каир, Египет, чтобы он исследовал труп мумии. Они хотели провести судебную экспертизу, узнать всю информацию, какую только они могли узнать об этой мумии. Он был удивлен, потому что он сказал, мы можем доказать, что этот человек умер, потому что он утонул. Он задохнулся, его легкие были заполнены водой, и он умер от этого. Он сказал, следовательно, я должен сделать вывод, исходя из этого, из периода времени, в котором он жил. Это точно совпадает с Библией. Это фараон из эпохи пророка Моисея. И он был сильно удивлен. Он был шокирован. Но вы знаете, что произошло? Люди в Каире, которые, разумеется, были мусульманами, сказали, тут нет ничего удивительного, мы знаем об этом. Он сказал, да нет, я имею в виду, это его тело, и оно здесь. Они ответили, да, мы знаем об этом, потому что об этом сказано в Коране. Он ответил, что? Таким образом, он углубился в эту тему, в арабский язык. Он начал изучать его до тех пор, пока не смог понимать арабский язык настолько хорошо, чтобы переводить каждое слово, потому что он хотел знать, что это за книга, потому что в ней сказано, что Аллах будет наказывать фараона очень своеобразным способом, что фараон будет потоплен, но он сохранит его тело как знамение. Как и ожидалось, его знамение видно в наше время всем. Так как это тело отправилось в путешествие, его показывают по всему миру, чтобы показать этого фараона. Я видел его. В Чикаго была выставка. Я был там, пошел в музей и увидел тело. Они показали это тело по всему миру и сказали, по всей видимости, это может быть Моисей. Не сам Моисей, но фараон эпохи Моисея. Так оно и есть. Удивительно? А? Но на этом дело не закончилось. Доктор Бьюкай продолжил свои исследования до такой степени, что он стал входить в такие дисциплины, как геология, география, астрономия, эмбриология, и доказал без тени сомнения, что каждая ссылка Корана, имеющая отношение к науке, абсолютно и справедливо верна. Его книга впервые была опубликована на французском языке, и в ней изучается научное наследие людей. Затем она была переведена на английский язык. На английском она называлась «Библия, Коран и наука».
Он написал другую книгу «Происхождение человека», потому что все стало ясно, безо всяких сомнений. Аллах сказал в Коране, что есть Аллах, есть Его создание, а люди не произошли от обезьяны. И мы, как мусульмане, верим в это. Хотя я до сих пор удивляюсь. Я смотрю на моего брата, и я не могу ему помочь, наставить его. Но это уже другая тема. Нас сейчас это не касается.